Меня видно. Ну, что-то с интернетом, не могу понять. Так, слышно меня? Так, вижу, что слышно. Итак, еще один сюжет. Прыжки через тоже длинную скакалку. И обращаю ваше внимание, скакалку вращает преподаватель и ребенок, которому тоже нужно сосредоточиться и поймать тот темп, с которым прыгает ребенок. Дети младшего школьного возраста прекрасно справляются. Конечно, это не на первом занятии. Но мы видим согласованность движений. Кто-то 2 прыжка сделает, кто-то 3, но все рвутся, все хотят, чтобы именно их позвали. Поэтому никого не пропускаем. Каждый ребенок может попрыгать со скакалкой. Конечно, это уже 5-е или 6-е занятие. Все прыгают с разной степенью успеха. Но сколько радости. Пусть даже неловкие прыжки, но великолепно справляется девочка. Ну и, конечно, очень много эмоций у них вызывает, когда получается, когда их хвалят. Вот мы видим, сколько эмоций у ребенка. Итак, идем дальше. А на следующем слайде мы с вами видим тоннели, арки, балансировочные наборы. И об этом мы поговорим. Вот тоннели и арки – это средства сенсорной интеграции для детей с ограниченными возможностями здоровья. Этот тоннель, он придает ребенку уверенность, в то же время снижает тревожность, особенно если это связано с возможностью нахождения в каком-то замкнутом пространстве. А здесь, все на виду, сейчас выпускают тоннели с прозрачным таким покрытием, и ребенок видит нас, и мы видим ребенка, и мы увидим эти сюжеты, как дети преодолевают тоннель. Очень любят тоннели дети с расстройствами аутистического спектра, залезают туда, любят покататься. Мы даем им эту возможность. Побыв там несколько, там буквально минуту-две, ребенок может успокоиться и сам уже выходит. Но если уж совсем можно тоннель заменить, то можно использовать вот такие арки, когда ребенок может на тележке в них проезжать. Если мы говорим о балансировочных дисках, красный, синий и фиолетовый виден, отличная вестибулярная тренировка, развивает равновесие, улучшает навыки координации, потому что нужно удержаться на этом балансировочном диске. Конечно, увеличится сенсорная чувствительность. Дети с расстройством аутистического спектра, прежде чем пойти по этим балансировочным дискам, обязательно опустятся на колени или присядут, ощупают, и мы даем эту возможность. Детям слепым тоже даем возможность, чтобы они посмотрели, как мы говорим, руками. Не пощупали, а именно посмотрели. Они смотрят руками, оцениваем. Накачиваем тоже с разной степенью, чтобы какой-то было вообще можно не накачать, какой-то чуть-чуть подкачать, какой-то сделать сильно накачанным. Ну и мы стремимся дать ребенку представление, как можно использовать тот или иной инвентарь, какие манипуляции можно с ним выполнять. Ну а если, допустим, положить балансировочный диск на стул, то это развивает балансировку сидячим. Если поставить ребенка, то он может стоять или стоя на коленях на этом балансировочном диске, можно удерживать равновесие. Ну и, конечно же, улучшается, активизируется вестибулярная активность улучшается. Балансировочный набор, как речные камни или массажные кочки, тоже для развития баланса, координации, моторики. Можно использовать как при индивидуальных занятиях, так и при групповых, для развития каких-то совместных и творческих навыков игры. Давайте посмотрим сюжеты как раз. Так. Сейчас одну секундочку. Я запускаю первый сюжет. Дети дошкольного возраста. Как можно использовать тоннель? Учим прокатывать мяч. Помните, мяч вспененный, мяч валей, он мягкий. Мы служим опорой для детей. Сначала между стоечками запускаем мяч.
манипулируем руками детей, даем им представление, как нужно отправить мяч, чтобы потом, запомнив это упражнение, ребенок смог сделать его самостоятельно. И уже в конце мы не будем помогать детям, они сами будут прокатывать друг другу мяч. И вот для чего можно использовать прозрачный тоннель. Мяч никуда не укатится, ребенок самостоятельно выполняет, как мы видим. Мы только поддерживаем, хвалим ребенка. А если им нравится выполнять, они, ну, дети с синдромом Дауна могут большое количество времени уделять тому, что им нравится. И так перекатывать будут очень долго. Большие молодцы. Похвалили, конечно. Следующий сюжет предлагаю вашему вниманию. Дети с нарушением зрения, слепые дети. Как использовать можно и тоннель, но не только тоннель, гимнастическую скамейку. Можно по ней идти, а можно проползать. Но тут одно правило, помним о технике безопасности. Можно на этап заходить сейчас не на скамейку только тогда, когда один ребенок слез с нее. Вот слез с скамейки, только тогда другой может заходить. Сошел, вышел человек, вылез человек из тоннеля, другой залезает, чтобы не сталкивались. Один может другого догнать. И вот мы сейчас увидим ошибку, но мы поправили девочку, которая раньше времени стала ложиться на скамейку. Еще один ребенок не слез, а она уже пошла. Так, обратили внимание. Конечно, хорошо, когда, скажем, ребенком сопровождающий есть. И вот, как мы говорим, слепые дети видят руками, она ощупает сейчас тоннель. Тут мы видим и балансировочные диски, увидим и дорожку, массажную дорожку. И вот как раз массажные кочки. Посмотрела руками и пошла. Развивает равновесие, баланс. Пролезает в тоннель. Можно придержать тоннель. Две стоечки ставим, чтобы тоннель не укатывался. И, конечно, тоннель лучше класть всегда на гимнастический мат, чтобы ребенку было помягче. Либо коврик. Есть такие специальные гимнастические коврики. И вот тотально слепой ребенок преодолевает полосу препятствий. Очень хорошо полосу препятствий ставить практически в занятиях с любыми детьми. И с расстройством аутистического спектра, и с нарушением зрения, и с умственной отсталостью. Очень хорошо дети любят ее преодолевать. Плюс идет воздействие на различные зоны. Многие идут в носочках. Тоже можно для улучшения чувствительности. Вот связали 3 скакалки, такой или канат, если есть. Можно в носочках по канату идти. Вот она, массажная дорожка. Ребенок посмотрел, как она, чтобы не было чувства страха, и спокойненько преодолевает. То же самое с массажными кочками, речными камнями. Такой, так, помогаем. Улучшается чувствительность. Следим за осанкой. Предупреждаем, начинается мат, значит, можно сесть на колени, встать на колени, посмотреть, какого диаметра тоннель и спокойно пролезать. Можно использовать в спортивных массах, мероприятиях. Так, мат заканчивается, значит, можно встать. Подходит другой специалист. И теперь идем по балансировочным дискам. Вот они накачаны с разной степенью силы. Ходьба по гимнастической скамейке. Там мы проползали на одной половине зала, а здесь идем по скамейке. Можно предложить руку для страховки. Соскок обязательно на гимнастический мат. И вот ходьба с обручами. По обратите внимание, обручи плоские, не круглые. Когда будем говорить об обручах, расскажу почему. И ходьба по канату, а не как настоящие канатоходцы. Кто-то идет лицом вперед, кто-то приставным шагом, пожалуйста. Ориентировка в пространстве развивается. Ловкость развивается. Координация развивается. Вот таким образом можно использовать тоннели, арки, балансировочные диски.
Так. Вот кто-то приставным шагом идет. Пожалуйста, тоже все это можно. Да, все верно вы сказали, Ирина. Скакалки — это из нашего детства. Но детей тоже надо обучать, и современных детей. Сидят же по домам, а нужно выходить во двор и прыгать со скакалками. Но видите, скакалки как еще можно использовать? Для развития равновесия. И вот ребенок говорит: нет, я сам пройду. Тотально слепой, говорит, без помощи. Отказался, чтобы ему поддержал за руку, и вот самостоятельно идет. Поэтому скакалку можно использовать в работе с детьми любых нозологий. А мы с вами сейчас посмотрим еще один сюжет. Так, возьму подсказочку. Так, одну секундочку. Итак, дети дошкольного возраста, дети с синдромом Дауна тоже любят в тоннель пролезать. Видите, полосу препятствий строим для детей любого. И вот разметчики, они, я тоже скажу, тоже идти по разметчикам. Пролезаем в тоннель, с удовольствием туда залезают, может там остаться, побыть, все пощупать, посмотреть. Тоже в носочках обязательно идем для улучшения чувствительности. И заметьте, как поддерживаем за руку. У детей с синдромом Дауна их нельзя, у них повышенные, часто бывают подвывихи суставов. Поэтому высоко руку не поднимаем. Ребенок сам опирается на руку, чтобы не было подвывиха. Держим с осторожностью ребенка. Не тянем его за руку, а просто поддерживаем. То же самое ходьба по обручам. Про обручи тоже расскажу. Так что полосу препятствий можно поставить для детей любых нозологий, любых возрастов. Применяйте. Так, закрываем. Ну что ж, переходим дальше. Поговорим о футболе, о мячах вспененных. Футбол — отличная игра, но дети, особенно дошкольного возраста, младшего школьного возраста, боятся играть, потому что мяч может быть жесткий, удар ногой, может быть травматизм. Отличный, настоящий футбольный мяч, но при этом он мягкий, вспененный. Продается в Декатлоне, легко можно купить. И дети, не боясь мяча, с удовольствием им играют. Дети даже дошкольного возраста, дети с синдромом Дауна, потому что он безопасный, легкий и при этом отскок такой же, как у футбольного мяча. Все свойства футбольного мяча. Так, ну что ж, давайте посмотрим сюжет тогда, как можно использовать футбольный мяч. Ну, то, что в футбол играть можно, мы все понимаем, но его же можно и прокатывать. Он тоже, немножко другая текстура у него. И дети с детским церебральным параличом могут вспененный мяч, волей мяч, гимнастический мяч прокатывать, тоже сидя друг напротив друга, потому что у детей с пастикой им нужно тоже учить их этим движением, чтобы они не тыльной стороной ладони отталкивали мяч, а накладывали руку на мяч и посылали его своему партнеру. Пусть даже с небольшой скоростью. Главное, что он запомнил вот этот стереотип, что мяч вперед направляется. Обращаю внимание. И можно использовать разные мячи. Вспененные мячи катятся чуть медленнее, а вот гимнастические мячи более жесткие катятся чуть быстрее, потому что они более такие твердые, прорезиновые. И уже можно работать в паре, развивать и коммуникативные навыки. Палки используем как направляющие рельсы. Помните, тоннель, палки, стойки. Достаточно просто попасть в них, и мяч сам придет. Либо по гимнастической скамейке. Тоже достаточно сложно. Длину скамейки ведь можно регулировать. Итак, переходим к обручам.
простейшие и вместе с тем многофункциональные снаряды, которые можно использовать во многих упражнениях. Они, видите, разных цветов, но для контраста я возьму желтый обруч. Обращаю внимание, он плоский. Почему? Если он лежит на полу, то ребенок, наступая на него, если наступит на круглый, круглый может самортизироваться и ударить по ребенку. Этот не самортизируется. Плюс хорошо набрасывать, как кольцеброс, на стоечке. Хорошо летит, как летающую тарелку набрасывать. Плюс хорошо его прокатывать, также вращать, прокатывать. Помним, да? Открытую ладонь кладем, не схватываем, иначе нам трудно запустить. Открытую ладонь, а второй ладонью запускаем. И он у нас покатится. Можно на дальность, на точность, там между стоек запускать. Поэтому их можно использовать во многих упражнениях. Давайте посмотрим как раз сюжеты. Но сначала поговорим о разметчиках. Вот такие разметчики. Они, видите как, очень мягкие. При этом ими можно заменять стойки. Если мы поставим ограничительные стойки, ребенок может подойти к стойке, толкнуть ее ногой, споткнуться о стойку, упасть на стойку. То на разметчик, я вот даже пытаюсь сдвинуть с места, он не сдвигается. Ребенок наступает, и это для него как ориентир. А если мы разметчики расставим по залу, дети, став на разметчики, это для них тоже будет соблюдение безопасной дистанции. Им не надо будет думать, а куда мне встать. Особенно для детей с умственной отсталостью, для детей такой средней степени умственной отсталости. Плюс их можно использовать по-разному, и мы увидим это в сюжете. Не только как для того, чтобы средства отметить детей или расставить детей, как ориентиры, но и как инвентарь. Так, предлагаю вашему вниманию сюжеты, чтобы мы наглядно увидели, как можно использовать тот или иной инвентарь. Ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. То, о чем мы говорили, кольцеброс. С помощью гимнастической палки мы увеличиваем высоту стойки, а стойки с отверстием, показываем, как набрасывать. Ну, а потом дай возможность ребенку. Конечно, расстояние можно учитывать в зависимости от... Так, а меня что, не слышно? Да, говорите. Здравствуйте, техподдержка БОП, у нас пропущен отбой. Какой у вас был вопрос? Все, я в эфире, извините. Все. Связи не было. Хорошо. Как раз техподдержка откликнулась на помощь. Обручи как снаряд можно использовать. Набрасывать на стоечку. Не забываем хвалить ребенка, то, что он правильно выполнил. И главное, чтобы все обручи набросил, не оставляем ни один. Самостоятельно должен сделать ребенок. Если получается, конечно, нравится. И потом похвалить. Итак, следующий сюжет. Я обещал вам показать, как можно использовать блинчики. Так, разметчики, то есть, которые превращаются в блинчики. При этом сопровождаем речевой игрой. Как на масляной неделе, ну, дальше можете помочь мне, пироги пекли, вылетают из печи, с пылу, с жару, горячи. И обруч служит нам сковородочкой, куда мы набрасываем наши блинчики. Наши разметчики, то есть. Можно играть в преддверии Масленицы, можно сделать каждому свою сковородку, у каждого своя цель. Попадает, увеличиваем расстояние. Учим правильно бросать, вот это движение, выбрасывать руку от себя. Ну а так как они практически не скользят, то попытки удачные. А потом уже сделать на развитие коммуникативных навыков. Стопка блинов, стопка разметчиков. Ребенок передает следующему ребенку и только заключительный набрасывает. Потом они меняются местами. Тот, кто бросал, уже подает. И вот вам командные взаимодействия. Совместно и пекут блины.
а потом посчитать. Главное, чтобы каждый, попал. Каждый разметчик попал бы в цель. Поэтому инвентарь можно использовать по-разному. Проявляйте фантазию. А перед Масленицей можно устроить вот такую игру, такое занятие. Так, отлично. И еще один сюжет вашему вниманию. Уже дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития тоже могут набрасывать блинчики. Но здесь, конечно, нужна помощь специалиста или члена семьи, в данном случае родного брата. Конечно, расстояние регулируем в зависимости от возможностей детей, но получается, с удовольствием выполняют упражнения. И мы радуемся вместе с детьми. По-разному расставляем обручи. Если видим, что ребенок бросает чуть-чуть влево от себя. Дети сидят на ковриках, либо на гимнастических матах можно. Молодцы, у всех получилось. А мы с вами идем дальше. Давайте поговорим о мегаболе. Как раз был вопрос, как использовать мегабол. Большой мяч, диаметр примерно 1 метр. Достаточно тяжелый, но его можно прокатывать. Дети с ДЦП, если ребенок, на него можно положить на мегабол и покатать его. Только правильно держим. Я покажу потом в сюжете, как страховать ребенка. Дети с расстройством аутистического спектра любят катить этот мяч, бежать за ним, ловить его и просто рядом с ним идти и прокатывать. Хорошо его использовать в спортивно-массовых мероприятиях в виде эстафеты, либо для командного взаимодействия, особенно если дети еще не все знают друг друга. И сейчас мы как раз с вами и посмотрим сюжет с мегаболом. Итак, дети с задержкой психического развития. Учим детей правильно ставить руки. Почему? Чтобы не было травм в лучезапястных суставах. Поэтому так ставим руки. Если сидя, то руки сверху накладываем. Знакомство. Называем свое имя и посылаем мяч. Там Илья, Катя, Сережа и так далее. А потом можно в обратном порядке уже Кате, Сереже, Илье. Самое главное, чтобы мяч побывал в руках у каждого ребенка. Теперь со скоком от пола передача. А это уже согласованность движений требует, такой зрительно-моторной координации. Нужно поймать мяч, немного пожонглировать и передать следующему своему любому другу, любому товарищу своему, любому участнику. Пожонглировал и передал. Тоже подготовительное к баскетбольным упражнениям. Вот таким образом. И еще один сюжет вашему вниманию. Теперь дети с нарушением зрения. Дети тотально слепые. Могут или не могут? Могут. Попробуем. Игра почта. Но здесь уже немножко используем другие приемы. Мы передаем либо на хлопок, чтобы дети ориентировались на звук. Кому же передать мяч? Но каждому сначала дадим посмотреть этот мяч, чтобы ребенок оценил его размер, его форму, чтобы знал, на какую высоту ставить руки, чтобы не просто ловил этот мяч. Обязательно знакомим с инвентарем каждого ребенка, потому что они не видят. Видят они только руками и ориентируются еще и на слух. Так, молодцы. А теперь и начинаем. Вот. Заметьте, тренер делает хлопок, вот ребенок сам делает хлопок, и на звук, на голос, на звук хлопка ребенок направляет. Тоже развивается координация, слуховое восприятие, точность. Но и тоже обязательно, чтобы каждый ребенок получил мяч, чтобы никто не остался без мяча, чтобы у всех были передачи. Командное взаимодействие, конечно, коммуникативные навыки. Дифференцировку усилий, потому что нужно с той силой послать мяч, чтобы он
не слишком сильно катился, но и чтобы он, конечно же, докатился. Но тоже у детей вызывает и эмоции хорошие, и радость, что ему тоже подержал мяч в руках и отправил ему, отдал передачу на хлопок. Либо использовать можно другие сигналы, и мы об этом тоже поговорим. И давайте посмотрим еще один сюжет. Дети с умственной отсталостью. Как с ними можно применять мегабол. Тоже игра почта, игра горячая картошка. Почта. Получили письмо, мяч, поставили печать, как на почте. Можно свое имя назвать. И передали следующему. И мы видим, кто-то сильно бьет по мячу, а кто-то еле-еле касается. У всех детей разное восприятие. Даже разный характер. Все отличаются своими способностями. Но самое главное, чтобы мяч побывал у каждого. Затем горячая картошка. Мяч горячий, быстрее передаем, чтобы не обжечь наши руки. Образы используем в игре, чтобы вызвать интерес у детей. И тогда дети с удовольствием примут участие в игре. Или пожелание, можно сказать, почте передаем и что-то пожелать. Я желаю тебе хорошего настроения. Я желаю тебе, что еще, улыбок. Доброго дня, солнышко, все, что дети могут пожелать. Если дети не говорящие, мы за них можем сказать и пожелать что-то. Еще и при этом имя можно назвать. Катя, я тебе желаю хорошего настроения. Каждый может сам выбрать, что он пожелает. Так, идем дальше. Эмоциональные мячи. Мячи с рисунками. Для чего? Как их можно использовать? Можем детей побуждать, называть эмоцию. Или если дети не знают, где рот, где нос, не ориентируются в схеме человека, показать. Это рот, это глаза. И дети сами пусть показывают. Поэтому на протяжении всей нашей встречи, на протяжении всех вашей работы и в жизни я желаю вам такого же хорошего настроения и улыбок. Как еще можно использовать? Эти мячи, они с запахом. И дети с нарушением зрения тоже могут их различать по запаху. Тоже хорошо можно использовать их в играх. Так, а теперь переходим к звуковому мячу. Футбольный мяч, но звуковой. Надеюсь, слышно. Внутри бубенцы. И издает звук при движении мяча. Прокатывать можно, бросать. Как правило, он применяется в игре в голбол. Тоже отличное средство при работе с детьми с нарушением зрения. Они сами могут пойти его и взять, если вдруг он укатился. И мы посмотрим сюжеты, как можно использовать эти мячи. Так, одну секундочку. Но в школе мы говорим о звуковых мячах. Покажу еще один мяч. Гимнастический, меньшего размера, но тоже звуковой. Надеюсь, слышно. Можно прокатывать, сбивать кегли. Можно передавать друг другу. Посылать в цель. Тоже отличное средство и вызывает эмоции у детей при работе с этими мячами. Вот такие мячи, тоже звуковой. Надеюсь, слышно. Есть специальные пазлы, отверстия небольшие, как будто мы играем в керлинг. И можно захватить тоже для развития мелкой моторики, для развития противопоставления большого пальца, кисти руки. Тоже мяч звенящий, тоже можно использовать. Ну и, конечно, самый маленький, как будто бы теннисный мяч. Он тоже с изображением животных. Тут есть такие пищащий. Как можно использовать? Можно не хлопать руками, чтобы ребенок шел на звук хлопка или посылал мяч на звук хлопка. А мы подаем сигнал мячом, и он на звук мяча идет. Либо посылает мяч, прокатывает мяч на звук такого пищащего мяча. Можем детям давать задания. На что похоже? На утят. Кто-то скажет, на лягушат. Ну и так далее. Вызываем тоже у детей эмоции, побуждаем их к разговору.
Но очень долго мы их не даем детям, потому что понравится и могут все занятия вот так пищать. А мы с вами смотрим сюжет. Так, одну секундочку. Дети слепые прокатывают мяч по скамейке. Сначала по сдвоенной скамье, а потом и по одной. Это достаточно сложно. Но прежде чем давать им вот это задание, помним, да, мы знакомим детей с инвентарем. Они должны оценить длину, посмотреть длину скамейки, какой желобок мы поставили, сделали. Мяч звенящий, тоже оценить объем мяча, его вес, с какой силой его направлять. Детей сажаем напротив друг друга, правильно сажаем на маты, и они направляют мяч друг другу. Та же самая игра, что и умственные столы, но дети с нарушением зрения. Освоив вот это движение именно точными руками вперед, не в сторону, вперед, мы уберем одну скамейку. И сейчас вы увидите, как дети по одной скамье будут прокатывать достаточно успешно. При этом мяч нужно правильно поймать в ладони, смягчить, самортизировать. И вот таким образом. Смотрите, по одной скамье и получается, потому что навык уже есть, сформирован навык. Мяч не скатывается. И дифференцировка усилий, и точность попадания. Уже даже не на звук, а просто уже помня, как надо направить мяч. Большие молодцы. Ну и, конечно, хвалим детей, потому что получилось. А вашему вниманию еще один сюжет. Кегельбан играют дети. Можно же и с детьми с нарушением зрения также играть в кегельбан. Тоже посылая мяч по скамье. Даем возможность ребенку тоже оценить длину скамьи, что вот здесь кегли лучше использовать пластиковый, не мягкий. Ребенок должен слышать, как они падают. Для него это показатель успеха. Тренер стучит по скамье, и на слух ребенок попадает. А потом уже и самостоятельно. Вот такие молодцы. А вашему вниманию еще один сюжет, и будем говорить дальше. Звуковой мяч. Помните, футбольный мяч звуковой? Могут дети играть в футбол? Могут. Но немножко мы адаптируем удары по футбольному мячу. У каждого разметчик. Это их ориентир. Они чувствуют, что они встают на разметчике, ставят футбольный мяч. Мы ставим кегли, расставляем кегли. И тренер дает сигнал, куда бить. И если кегли падают, значит удары были точны. Итак, вот они удары. И одновременно бьем, чтобы командный был, чтобы не был кто-то промахнулся, а кто-то попал. Великолепно. А теперь поговорим о терапевтических мячах. Чуть позже мы о них поговорим, когда будем говорить, как их можно использовать, вот эти фитбольные мячи. Но, повторюсь, то же самое при работе с детьми с ДЦП. Вы видите, они разного размера. Кого-то можно покатать на мячах, на них можно заниматься сидя на мяче. Но здесь важно, чтобы угол, когда ребенок садится, но я об этом еще скажу, был равен 90 градусов в тазобедренном, в коленном и в голеностопном суставе. Чуть позже мы поговорим об этих мячах. Игра в лакросс. Вот такая клюшка, состоит из рукоятки и ловушки. И мячи можно использовать теннисные, но лучше чуть пожестче. Теннисные, профессиональные теннисные мячи, обычные. И мешочки, помните, обычные мешочки, они их легко ловить, они не выкатываются, как мячи из ловушки. Развивается координация, развивается чувство мяча. И если мы, когда играем в теннис, мы отбиваем мяч, то при игре в лакросс, наоборот, нужно смягчить прием мяча или мешочка, и чтобы мешочек задержался в ловушке. Также развивается и командное взаимодействие, можно передавать друг другу. Давайте посмотрим сюжеты игры в лакросс. Так. Объясняем,
как сделано. Держимся за рукоятку двумя руками. Мячи мы руками не трогаем, мы их только поднимаем. Вот такое движение, как будто лопатой копаем яму. Роем, вырываем. Вот раз, и мяч должен остаться. Развивает ловкость, вот это чувство согласованности движений. Учим. Помните, кран закрываем, открываем. Супинация, пронация, тоже вот это движение. И мяч должен остаться в ловушке, на 360 градусов повернуть. Подбросить, поймать. И тут нужно смягчить. Тоже достаточно сложно дается детям, но получается. Вот таким образом поднимаем. А теперь игра в парах. В парах передаем. Сначала как будто пирожки печем, перекладываем. Чтобы потом, помним, идем от простого к сложного. Теперь уже расстояние увеличиваем и броском направляем мяч своему товарищу. И важно поймать. Смягчить. Не отбить, а смягчить. Разные навыки развиваются. Тут и правильный хват. И чувство своего партнера должно удобно передать передачу, чтобы удобно было принять. Ну и ловкость, конечно. Так, и следующий сейчас мы. Так, одну секундочку. Теперь броски в корзину. Помните нашу корзину, которую мы сшили? Разметчик, на него наступаешь и тоже регулируем расстояние. И задача попасть, как бы яблоки все собрать туда в корзину. Используем или урожай, что угодно, орехи, можете сказать. Если ребенок промахивается, идет сам, но мы видим, получается. Но есть мастера, говоришь, двумя руками. Нет, буду одной рукой. Так, следующий. И еще один, по-моему, сюжет. Еще один сюжет у нас. Именно игры с лакросс. Уже дети будут... Дети с задержкой психического развития, младшего возраста. То же самое объясняем, показываем. Чтобы мяч остался в ловушке, нужно резко повернуть. Обязательно на первых порах нужна детям помощь. Рука ближней к ловушке расслаблена, чтобы легко вращалась клюшка. Показали. Ребенок понял движение и удачно все выполняет. И, конечно, у них интерес, когда у них получается. Тоже правило. Мяч подбираем только с помощью ловушки, не руками. Вот таким образом. В любом помещении можно заниматься. Когда у нас был перерыв, на летние каникулы дети ушли домой, потом возвращаемся, и мама сказала, мой сын с умственной отсталостью, вскопал мне все грядки, научился. Вы его научили, молодцы. Мы говорим, мы не учили его копать землю, мы же играли. Ну как же, у вас была игра вот эта с лакроссом, вот это движение. Он запомнил, увидел, как мама начала копать эти грядки. Мам, дай. Мам взял у нее лопату и вскопал. Вот он навык перешел в повседневную жизнь. А мы с вами идем дальше. Мячи хип-хоп. Тоже прыгающие мячи их называют. Тоже развивают координацию, ловкость, чувство уверенности, баланс нужно держать, потому что тоже могут на них дети прыгать. Но о них можно много не говорить. Давайте сразу сюжет посмотрим. Ребенок с расстройством аутистического спектра прекрасно прыгает на мяче. Держаться надо за рукоятку. Тренер на всякий случай рядом, чтобы подстраховать. Вот таким образом. Гимнастическая лента. Мы используем ленты профессиональные, с которыми занимаются наши спортсменки из художественной гимнастики. Она легко там вращается, яркая, и мы увидим в сюжете 6 метров, но можно укоротить, сделать 4 метра, даже метр, если ребенок, допустим, со сложной такой нозологией. Мама, когда
ребенок занимался у нас, но где купить ленту? Конечно, трудно достать, может быть, хотя в интернете продаются. Мама взяла ложку хохламскую, с длинной рукояткой, обрезала саму ложку, ковшик, привязала ленту атласную, и ребенок дома занимался с этой лентой. Ну, нравилось ребенку заниматься с гимнастической лентой, поэтому по-разному можно использовать. Но, конечно, лучше использовать профессиональному, в интернете продается. Давайте посмотрим сюжеты. Так. Вот, дети занимаются лентами. Разные образы можно использовать. И радугу сделать, и дождик. Допустим, круг нарисовать, цифру можно нарисовать, первую букву своего имени. Если запутается лента, бывают узелки, помогаем, распутываем. И вот у нас дождь пошел. А это же тоже развивается у детей координация и кисть руки. Вот такая радуга. Нарисовали все дети радугу. Используем, конечно, обручи, образы. Затем у нас, наверное, пойдет дождь, да? Все поменяли ленту, запутался узелок. Тренер должен тоже за всем смотреть и своевременно приходить на помощь. Зима началась, заметает все следы. А если лисичка бежит, то хвостиком заметает за собой следы. И дети с удовольствием используют ленты. Еще есть различные упражнения. Резко поднять руку и поймать кончик ленты. Поэтому тоже очень много упражнений. А вашему вниманию еще один сюжет. Это дети с задержкой психического развития, но ведь и с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития тоже можно заниматься с лентой. Даже на свежем воздухе, даже в домашних условиях. Пусть движения неловкие, но все равно мы видим это движение, что получается у нас волна. Ребенка. Не забываем и правой рукой работаем, и левой рукой, чтобы развивать обе руки. И даже ветер не помеха. Это сначала ребенок делает с тренером, а потом можно делать и без тренера, и самостоятельно. Вот таким образом. 30-40 секунд работы, ребенка уже успеха. И вот уже самостоятельное выполнение упражнений, уже без тренера. Стойки. Ну, стойки, вы знаете, бывают разные ограничительные. Треугольные, маленькие, более высокие. И с отверстиями, куда можно вставлять гимнастические палки и делать препятствия. Или если вставить вверх, вертикально, то мы увеличиваем высоту стойки, можно набрасывать обручи, надевать кольца на них. Поэтому стойки служат самые разные. А вот слева стойка такая красная, она мягкая, резина, как дорожная. Тоже можно использовать, чтобы дети не травмировались, если случайно вдруг упадут. Но стойку, вот желтая стойка с отверстиями, на улице в зимний период времени лучше не использовать. Мы пробовали, кончики откалываются на морозе, поэтому только в помещении. Все остальные можно и на улице. И мы увидим стойки во всех практически сюжетах сегодняшних. Ну что ж, идем дальше. Мяч на резиночке. Вот такой мяч. Классический мяч. При этом у него есть отверстие тут и резиночку привязываем. Как можно заниматься и для чего можно заниматься? Очень удобен. Можно надеть на руку и отрабатывать все те же приемы. Развивать и совершенствовать координацию. Обучать различным техническим приемам. Отработки первичных, допустим, навыков чувства мяча. Броски с отскоком от пола, и мяч все время возвращается. Резинка не дает мячу потеряться. Укатился мяч, подтянул и продолжаешь заниматься. Ребенок не теряет времени, чтобы бежать за мячом. Или тренер не теряет времени, чтобы идти подать каждому мяч. Особенно ребенку там, с расстройством аутистического спектра. Или слепому ребенку очень хорошо для детей с нарушением зрения использовать. И либо закрепить на поясе. Надеть на поясе, мы тоже все это увидим.
Таким образом, увеличится время для совершенствования навыков владения мячом, для отработки упражнений. И еще одно наблюдение. Дети с умственной отсталостью, потеряв мяч, если они отрабатывают, а занятия, как правило, в группе проходят, кто-то может обидеться: ой, у меня мяч постоянно теряется, я неловкий, не буду заниматься, отказывается. А используя такой мяч, потерял он мяч, он его быстро подтянул, продолжает заниматься, никто не обращает внимания. Вот такой тоже используем момент. А вашему вниманию сюжет работы с детьми с нарушением зрения. Мы уже с ними знакомы, со слепыми детьми. Также прекрасно и бросают мяч, и ловят его. Знакомим с мячом, помогаем закрепить на поясе. Помним, да, обязательно слепых детей сначала знакомим с инвентарем. Он легко закрепляется, даем возможность, как вот его нужно подтянуть, обучаем этому, чтобы они поняли. Работаем не на прямых ногах, ноги слегка согнуты в коленях, обязательно об этом говорим. И вот идут манипуляции с мячом, чтобы они оценили его. Что это за мяч, какая у него фактура, сколько он весит, как его можно подбрасывать. Обратили внимание, что ноги сгибаем в коленях и начинаем работу с мячом. Что можно сделать? Конечно, поворачивать в разные стороны его, покрутить в руках, подбрасывать, ловить. Но уже дети, мы видим, очень почти подготовленные, работают. Потерял, подтянул и продолжают дальше заниматься. Говорим, что вертикально вверх подбрасывали, обращаю внимание. Если вертикально вверх подбросим, обязательно мяч вернется. Чуть в сторону придется подтягивать. Но мы видим успехи детей. И, конечно, им очень нравится, когда получается. А теперь броски вниз, отскоком от пола ловим. Главное тоже вертикально в пол бросать. Тогда все получится, и мяч вернется точно в руки. Вот таким образом. Нужна помощь? Тренер придет на помощь, покажет, как правильно выполнить упражнение. А теперь более сложное упражнение. Сначала перекладывай мяч из одной руки в другую. Помним, от простого к сложному идем. Дети закрепляют этот навык, а потом будем перебрасывать. Сначала на небольшое расстояние, а потом уже более такие амплитудные броски. Да, ребенку уже помощь не нужна, отлично справляется. И вот она радость от того, что поймал такие. Очень хорошо развивает тоже координацию, ловкость, уверенность в себе. Самое главное, уверенность в себе развивается. Повышается самооценка у детей, что они могут. Поэтому, видите, вертикально не бросил, мяч улетел. А кто вертикально подбрасывает, мяч возвращается точно в руки. Даже с хлопком можно поймать. Сложно, но можно. Хлопок поймал, молодец. И не забываем хвалить детей. А тут уже целое баскетбольное упражнение. Одной рукой ведет мяч. Попробовали, значит, уже навык баскетбола есть. Так, идем дальше, коллеги. Итак, подводя итоги. Когда используем мячи, развивается у детей реакция, координация движения, ловкость, гибкость, сила и меткость. И вот здесь, как мы уже сказали, важно использовать мячи разного объема, разного качества, цвета, веса для развития восприятия ребенка. Можно выполнять броски на дальность, на точность, прокатывать по наклонной поверхности, в том числе в тоннель. Можно выполнять движения в парах. Помни, прокатываем, передача мяча со скоком от пола, от груди. Все это увеличивает двигательный опыт ребенка. Но важно не оставлять без внимания тех детей, кто не может выполнить задание самостоятельно. Поэтому приходим на помощь. И хочу вам показать еще один мяч, который, ну, наверное, один из самых любимых нами. Овербол.
Он может его накачать, он накачивается как гимнастический мяч, так и чуть больше. Чем он хорош? Он очень легкий, почти невесомый. Он безопасный, как поролоновый. Легко прыгает, скачет. При этом дети с детским церебральным параличом могут взять его даже пальчиками, у кого спастика. Двумя пальцами захватить и бросить. Поймать легко могут. Мы тоже увидим сюжеты с верболами. Очень легкие мячи. Отлично использовать. Они идут в комплекте вот с такой трубочкой. Потому что ими еще можно заниматься с детьми с бронхиальной астмой. Вставляет трубочку и надувает мяч. Пусть сам надувает. И потом закрепляет. Поэтому отличный мяч. Давайте посмотрим сюжеты как раз игры с оверболами. Итак. Даем возможность пощупать мяч, оценить его, поманипулировать. И выполняем передачи. Видите, они бывают разных цветов, мячи, но очень яркие, очень хорошо их использовать. Потом увидим еще в какой игре. Тоже отрабатываем навык передачи. Безопасный. Ребенок не боится мяча. С удовольствием с ним играет. Так. Одну секундочку. Дети с детским церебральным параличом могут? Конечно, могут. Тоже вначале прокатываем. Помните, но большие мячи им легче прокатывать, не как маленькие, там, допустим, рефлексболы или поролоновые мячи теннисные. Развиваем гибкость. К баскетбольному упражнению подводим, потому что сейчас поиграем и в баскетбол тоже с ребятами, но в адаптивный баскетбол. Учит также подбрасывать, ловить с хлопком. Все, навык закрепили, с мячом познакомились. Ну а теперь как раз нам показывает, что мы умеем делать. Отлично, молодец. Все упражнения детям показываем, рассказываем, сопровождаем рассказом, закрепляем навык. И вот броски в корзину, тот же баскетбол. И расстояние можно тоже регулировать. Начинают попадать, можно отодвигать чуть дальше. И волейбол. Помните, пляжный волейбол. Мяч легкий, с пененным мячом. Разными мячами можно играть. Но с пененными, мягкими или овербольными. И как можно больше касаний. Отлично. Так, еще сюжет. Потому что важно показать работу с инвентарем, с разными нозологиями детей. Вы тоже с ними встречаетесь, работаете с разными детьми. И вот овербольный мяч, легкий, волейбол. Также стараемся, чтобы как можно больше было касаний. Но сначала мы учим детей просто отбивать с помощью родителей, с помощью другого специалиста, проводя по движению, руками ребенка выполняя вот эти удары сбоку, снизу, сверху. Но потом мы поиграем с ними. Все-таки даже с любыми детьми можно играть в волейбол. Так, научились, а теперь будем считать касания. Сколько раз мы коснемся мяча, чтобы раз, два, три. Сначала 3, а потом будет больше. Идем на рекорд. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поощряем детей, хвалим их. Ну вот вы видели занятие индивидуальное, малогрупповое. Но этими мячами можно заниматься и в группе. Видите, и сбоку можно бить и одной рукой, и другой рукой. Мячи легкие, безопасные. Бывают разного цвета. Вот видите, желтый, я даже принес его, красные, синие, разных цветов. И у детей вызывает очень много положительных эмоций. Так, волейбол продолжается. Ну что ж, ну тоже нужно следить за тем, чтобы дети не устали, чувствовать их состояние. Но мы видим, сколько эмоций вызывает игра. Простой волейбол. Казалось бы, обычные мячи. Но, повторюсь, очень-очень легкие. Поблагодарили за игру в волейбол каждого участника.
Ну, вот видите, другого цвета мяч. Очень легкий. Поэтому рекомендую к использованию. С любыми детьми можно заниматься, а я покажу вам, как с этими мячами можно заниматься в группе детей, допустим, в школе, в классе. Посмотрим. Тут самое главное, чтобы у каждого ребенка был мяч, чтобы всем хватило. Те же самые упражнения, что с обычным мячом, но его легче захватить. Разминка небольшая, все под руководством тренера. Дети стоят расположены в круг, чтобы они видели тренера. И используем обручи, образы, как будто бы это наш колобок. Мы тянемся, и колобок начинает путешествовать вокруг талии, и мы называем части тела, чтобы дети, да дети с нарушением интеллекта, тоже они знали, вниз, по ногам пошел путешествовать, попить водички, вверх. Вот так, используя обручи, выполняем наклоны, повороты, проносим мяч под одной ногой, под другой ногой. А это тоже достаточно нелегко детям сделать. Но получается. Тем более мяч легко захватывать. Он не выпадает из рук. Сложные движения прямыми руками делаем, прокаты мяча. Мы это видели, когда были с гимнастическими мячами. Здесь с вербольными мячами. Тоже все хорошо получается у детей. Сильно сжимаем. Упражнения на развитие силы в разных плоскостях. Прокатываем. И тоже дети учатся. Сверху прижали мяч. Ладонь сверху, сбоку. Пальчиками одними. Развиваем мелкую моторику. Крутим одними пальчиками, не держа ладонями. Сложно, но мяч легкий. С удовольствием делают, получается легко. А когда используем образы, конечно же, ну и любит, естественно, подбрасывать мяч, ловить. На этой же фотографии мы видим в левом нижнем углу мяч мегабол. Помните, задавали вчера вопрос, как же отскакивает мячик или мешочек. Если мы его закрепляем вот в таком модуле, чтобы мяч был неподвижный, бросаем в верхнюю четверть, ну, как бы мысленно представьте экватор и макушку мяча. И вот нужно попасть между экватором и макушкой. Ну и как в физике, угол падения равен углу отражения. Мешочек бросим, мяч упругий, и мяч отскакивает, мяч, маленький мяч. Или мешочек отскакивает точно в руку. Лучше мешочки бросать. Их легче поймать, и у ребенка это, конечно, и успешность. Самое главное, не стоять на линии броска. Видите, двое детей стоят рядом друг с другом, а не напротив. Если ребенок промахнется, он может попасть в другого ребенка. Поэтому за этим следим. Справа внизу баскетбольные мячи. Помните, у нас были баскетбольные мячи, но большие. Здесь используем малые мячи, потому что дети дошкольного возраста. Ну и стойки, естественно, регулируются. Сейчас такие баскетбольные стойки продаются во многих магазинах спортивных. Можно найти в интернете, посмотреть. Ну а на верхней фотографии, верхней справа, гигантский мяч. Мяч гигантский, но он очень легкий. Можно использовать тоже для обучения детей и как волейбол в рамках спортивного массового праздника, но можно и просто поиграть в кругу. Давайте как раз и посмотрим сюжет игры с гигантским мячом. Так, одну секундочку. Дали возможность ударить по мячу, а это сложно, в воздухе поймать мяч и отбить. Ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. Побуждаем самостоятельно взять мяч и вести в игру. Конечно, мне сделать это легче, тренеру, но ребенок самостоятельно делает. Почти невесомый, легкий. Вот таким образом можно его использовать. Плюс очень много радости, особенно когда на празднике его используют, такой волейбол. Ну, дети в восторге. И сейчас мы это увидим. Внутри камера, он надувается компрессором.
Итак, еще один сюжет как раз игр с мячами. Тоже дети с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, но групповое занятие. Прокатим сначала, дадим возможность каждому потрогать, оценить этот мяч. Кому-то приходится помогать, и будем работать его руками. Еще дети не рассчитывают свои силы. Тут важна дифференцировка усилий. Но с большой силой бьют по мячу. Волейбол настоящий. Море эмоций. А мы стараемся мяч держать в игре. Давать удобную передачу ребенку. И вот каждый ударил по мячу. Поэтому работа с гигантскими мячами тоже доставляет удовольствие. Давайте поговорим о технике безопасности, когда мы работаем с детьми. Мы же помним, что техника безопасности – это зона нашей ответственности. И в занятиях по адаптивной физической культуре участвуют дети, которые имеют допуск врачей. Вот в нашем случае там из медицинского учреждения с показаниями врача, но что очень важно, с противопоказаниями. Важно учитывать. Одному нельзя кувырки, другим нельзя что-то еще. Каждый ребенок имеет свои особенности в развитии, свои противопоказания. И тут надо идти, прислушиваясь и к врачам обязательно. Ну и, конечно, у детей должна быть спортивная форма и спортивная обувь, чтобы не было травматизма. В сандаликах бегает, подвернул ногу, поэтому тоже это просим. Единственное, когда дети с детским церебральным параличом, допустимо, чтобы они были в специальной своей обуви. Мы должны научить ребенка правильно подлезать, перелезать, когда особенно на полосе препятствий. Если мы ставим, ну, я не знаю, видно вам на правой нижней фотографии, у нас туристические этапы, мы скамейку поставили на высоте, то вниз обязательно стелим гимнастический мат. Рядом и тренер, который готов подстраховать ребенка. Потому что, как правило, когда дети преодолевают вот эти препятствия, как на фотографии справа вверху, они могут нырять головой вперед, а мы учим их перелезать правильно. Ну и о чем мы говорили, сидя на страховка на фитбольном мяче. Ребенок сидит на ковриках, располагаем, сзади тренер. Если ребенок с ранним детским аутизмом не разрешает стоять сзади, можно спереди его держать, сидя тоже на мяче, и мы увидим это в сюжете. Или разметчики на левой фотографии. Расставили разметчики по всему залу и отрабатываем баскетбольные упражнения. Потерял ребенок мяч. Сбегал за ним, ему не надо искать, куда встать. Он бежит к своему разметчику, он не мешает другим детям, он с ними не сталкивается. Отличное средство разметчики. И при этом мяч, если попадает, то он никуда не отскакивает в сторону, если бы попал в стойку. Поэтому тоже отличное такое средство, еще и как для ориентира. Ну и когда обучаем детей, можно привлекать и сопровождающих, тьютера, других педагогов. Как мы уже сказали, когда 2 специалиста на группе, это, в общем, эффективность занятий улучшается. Любят дети бросать, метать различные мячи, мешочки. Конечно, и мы даем им эту возможность. Но важно соблюдать некоторые правила. Выполнять упражнения только в шеренге, разомкнув детей на вытянутые руки. Если это невозможно, детей очень много, а зал небольшой, делим детей на группы. Сначала бросает первая группа, вторая сидит на скамеечке, потом они меняются местами. Выполняют упражнения по очереди эти группы и только по команде тренера. Потому что бывает так, они бросили, кто-то не готов, мешочек летит, попадает в ребенка. Исключаем нахождение детей в зоне броска. Если они сидят сбоку или чуть сзади, чтобы ребенок, если даже неудачно бросит мешочек или мяч, не попался его товарища. Исключаем передачу предметов, мячей друг другу броском. Сходил за мешочком, вторая группа встала, лови, а ребенок не готов, мешочек попал в лицо. Пришел, отдал из рук в руки. Ну и тоже обращаем внимание на то, что не стоим справа от бросающего, при броске если левой рукой, слева от бросающего, чтобы он руками не задел нас. И исключаем встречные метания, за исключением 2 случаев. Если мы не играем в снежки поролоновыми мячами, помните, или вот этими авербольными мячами. Играем тоже в снежки, поэтому они безопасные, ничего страшного, если даже в кого-то попадают, дети только
только радуется. И на следующем слайде мы как раз и видим, как выполнять упражнения, разомкнув детей. Разметчик может тоже служить ориентиром. Если мы выполняем передачу со скоком от пола, пожалуйста, можно бросать в разметчик, потому что ребенку трудно понять, как же бросить посередине. А так он бросает в разметчик, и мяч точно отлетает в руки товарищу. Те же самые броски внизу справа в мегабол. Остальные дети стоят далеко сзади, чтобы не стояли в зоне броска. Лучше всего, конечно, использовать мешочки. Мы с ними уже с вами познакомились. А мы идем дальше. Технические средства передвижения. Использование технических средств на занятии вносит разнообразие в занятие, в это самое. Оно имеет еще и соревновательную составляющую, когда особенно дети могут на перегонки гоняться. Дети овладевают новыми навыками, укрепляются мышцы, развиваются моторные функции. Вот на верхних двух фотографиях мы видим скутер, такой называется суперскутер. Или тележка. Для детей мы говорим, конечно же, тележка. Имеет 4 колеса и 2 рукоятки, за которые необходимо держаться руками, если мы сидя передвигаемся. Можно кататься сидя, можно кататься лежа, можно скрепить 2 тележки, как видим, и дети катаются тоже лежа по прямой в любых вправо-влево, в любых направлениях движения. Можно соединить до 10 тележек, и дети садятся на них, веревочки привязываем к первой тележке, и можно покатать их, сделать им такой небольшой праздник. Желтый самокат, дидикар. Еще его называют плазмокар. Двигается вперед за счет вращения руля вправо-влево. Тоже развивает физическую силу, чувство координации у детей, равновесие, осознание пространства и скорости. Тоже может двигаться во всех направлениях. Ну а катание на роллере позволяет развивать динамическое равновесие, ориентировку в пространстве, глазомер. Ребенок садится, кладет ноги на перекладинку и, вращая руками тоже вправо-влево, за счет движения в плечевом поясе, набирает скорость. Посмотрим, как же это все выглядит на деле. Итак, это у нас сюжет будет. Так. Сейчас, одну секундочку. Включаю. Ребенок с синдромом Дауна. Пожалуйста. Скрепили 2 тележки. Развивается сила мышц спины, мышц брюшного пресса. Не торопим ребенка. Понимаем, что своя скорость у ребенка. Но мы видим, устает и уже опирается не на ладони, а на кулачки. А нам необходимо, чтобы только на ладони опирался. И мы подскажем, поможем ребенку. Дети дошкольного возраста, тоже синдром Дауна, отлично справляются. Пусть они не руками отталкиваются, а ногами. Ой, не руками управляют, но все равно это для них такой новый двигательный опыт. И с удовольствием катаются. Так. Помним, да, разные дети с разными нозологиями. Ребенок с детским церебральным параличом. Пожалуйста, он у нас становится юным водителем. На самосвале перевозит грузы. Для развития равновесия он кладет себе колечко на голову. Передвигаться можно, отталкиваясь попеременно, а можно одновременно 2 ногами. И кладет на разноцветный парашют, на сектор того цвета которого колечко. Но мы не даем ему в руки кольцо, мы кладем впереди него. Ребенок сам должен доехать, сам должен взять, положить себе на голову и довести, потому что интеллект с охраной. Но это мы понимаем, что это нагружаются мышцы ног, мышцы брюшного пресса. Поэтому после такой физической усталости мы даем ребенку возможность расслабиться. И мы увидим это. Да, тяжело доехать, зеленый цвет нужно положить. А впереди еще одно кольцо. Можно как на ковролине кататься, по линолеуму, на любой поверхности.
На деревянной тоже можно, но на деревянной будет больше скользить, но дети справляются. И вот здесь специальная ортопедическая обувь, тут мы понимаем. Молодец. Ну и дай возможность отдохнуть ребенку. Упражнение на расслабление. Мотивируем, чтобы он потянулся руками к нам, как будто бы на солнышке он лежит, на море лежит. А потом дадим возможность покататься на физиоролле. На одном из терапевтических мячей я сейчас о нем расскажу. Дети, как правило, блоком перекатываются, дети с ДЦП. И вот упражнение расслабления. Страховка. Помните, ближняя рука, дальняя нога. Тренер стоит с одной стороны, значит, за плечо вот такая скрестная страховка, чтобы ребенок никуда не делся. Но при этом он выполняет упражнение. И как раз плоский обруч позволяет закатить ежика, рефлексбол, точно в обруч. Еще одно предназначение обруча. А ребенок получает удовольствие, у него упражнение на расслабление, при этом он еще выполняет упражнения. Вот так страховку осуществляем. Покатались, немножко расслабились. В конце занятия очень хорошо использовать это упражнение. Так, к вашему вниманию еще один сюжет. Как использовать, помните, стойки, кольца и тележки. Все это в одном занятии. Сначала учим детей сортировки, так как дети с нарушением интеллекта. Пока два цвета, желтый и зеленый. Групповое упражнение. Очень легко делают, когда идут. А теперь усложняем задачу. Садимся на тележке и, сидя на тележке, нужно доехать взять кольцо, до кольца и надеть его уже на стоечку. Все справляются с разной степенью успешности, с разной скоростью, по очереди. Можно обручи тоже положить и обручи надевать. И вот таким образом. Поэтому ног. Ну и, конечно, дети получают удовольствие. Наша задача – обеспечить инвентарем и научить их, смотивировать к выполнению упражнения. Можно и обручи надевать. Есть успешная попытка. Можно даже в хоккей поиграть. Давайте посмотрим. Хоккейный матч на тележках. Клюшки используем для пуфпола с мягкими наконечниками и тоже спененный мягкий мяч. Есть ворота, две команды. Игра началась. Но помните, если даже не будет забито голов, мы все равно игру не заканчиваем. Мы видим, некоторые дети активные. А кто-то просто стоит в стороне, сидит на тележке. Эту часть есть правило, клюшку высоко не поднимаем. И послематчевые броски по воротам, как мы и говорили, чтобы каждый принял участие в игре, каждый выполнил свой бросок. Есть попадание, и каждый может забить. Потом упражнение на расслабление. Так. И еще один. Так. Так, идем дальше, коллеги. Велосипед адаптационный. Тоже отличное средство. Дети и с детским церебральным параличом, и с умственной отсталостью могут заниматься. На нем есть ремешок. Руль регулируется в разных положениях. Цепи нет. Колеса не накачиваются, они уже в таком состоянии. Трехколесный тоже вызывает у детей очень много удовольствия и развивает координацию, согласованность движений. Как я обещал, переходим
к занятиям с использованием мячей для фитбол-гимнастики. Помним про посадку на мяч. 90 градусов в тазобедренном, коленном и голеностопном суставе говорит о том, что мы правильно подобрали размер мяча. Игры с этими мячами предназначены для развития координации, равновесия. Проводятся они только на гладкой поверхности. И вот мяч не должен быть перекачан или недостаточно надут. Необходимо его накачивать только при комнатной температуре. И хранить в накачанном состоянии, вот как показано на фотографии. Тогда он не будет деформироваться, не будет складок на нем, будет всегда круглым. Ноги всегда в контакте с полом. Избегаем резких движений, скручивания в шейном и поясничном отделах позвоночника. Соблюдаем безопасный интервал и дистанцию, где-то 1-2 метра. У детей посадили в шахматном порядке. Коврик обязательно под мячом, чтобы мяч не укатывался. Ну, а основа самостраховки – это правильная осанка и правильное положение рук при выполнении упражнений. Вы видите, руками дети поддерживают мяч. Ну что ж, посмотрим первый сюжет. Как еще можно использовать мячи? Вот правильная посадка, страховка спереди, тренер тоже садится на мяч, но ребенок с тяжелым множественным нарушением в развитии, повторюсь, еще не освоил вот этого навыка, просто даже покачаться на мяче сложно. Поэтому руками помогаем ребенку. Можно стать сзади и попробовать, чтобы ребенок понял, что же это такое покачаться на мяче. И потом передачи. Прокатываем. Помню, от простого к сложному идем. Сначала мы прокатываем мяч. Тоже расстояние учитываем. Можно играть с мячом, вы видите, и на свежем воздухе. Потом уже по воздуху нужно отбить мяч. Сложно, но получается. И тут же помним, идем от простого к сложному. Уже мяч отбивается с отскоком от пола. А это сложное координационное упражнение. Но ребенок ловит мяч и отбивает его. Поэтому запасаемся терпением, подключаем членов семьи, если есть такая возможность. Можно играть в тройках. И уже навык освоен. Отлично получается у ребенка. В общем, как мы и говорим, игры, упражнения с такими мячами тренируют вестибулярный аппарат, развиваются координация, функция равновесия, способствует улучшению осанки. Ну а механическая вибрация мяча оказывает воздействие и на позвоночник, межпозвонковые диски, суставы, окружающие ткани. Сейчас я запускаю сюжет и продолжу свой комментарий. А вы посмотрите групповое занятие на фитбольных мячах. Проводить его можно под музыку. Тоже начинается разминка с вышележащих отделов. У всех коврики, дети сидят на мячах, угол почти 90 градусов, соблюдаем. Поэтому мяч по своим свойствам многофункционален. А использование фитболов доставляет ребенку позитивные эмоции. Эффективность не меньше, чем от работы в тренажерном зале. Ну и необходимость удержать равновесие на занятиях с мячом усилит работу внутренних мышц как пресса, так и спины. Потому что нужно удержаться на мяче. А если в зале есть зеркало, дети могут регулировать свою осанку, смотреть за правильностью выполнения. Все те же движения, только сидя на мяче, а это требует устойчивости, балансировки. Ну и помним, сделали разминку плечевого пояса, упражнения на расслабление. И тоже используя образы, уже пошли наклоны, а это сделать гораздо сложнее, чем стоя. Ну и
как будто бы танцуем, ногу отставляем прямую, приставляем. Все это можно под музыку, повторюсь, сделать. Уже сложно удержать равновесие. А теперь как будто бы танец присядку. Быстро одной рукой, ногой, другой. И сейчас мы это увидим. И дети справятся. Темп ускоряется, руки на поясе. Но одна нога всегда в контакте с полом. Вращение в тазобедренном суставе. Руки на мяче. Тренер подсказывает, чтобы была самостраховка, чтобы никто не упал. Ну и как самолетики полетели. С наклонами. Но удерживаемся все на мяче. Поэтому вот работа на футбольных мячах тоже отличное средство для развития, повторюсь, координации, укрепления мышц брюшного пресса, спины. А теперь изометрические такие упражнения, как будто бы мы сдавливаем что-то, или раздвигаем двери лифта, или пытаемся сжать, допустим, воздушный шарик. Какие-то образы можно использовать. Помните один из тестов – согласованность движений. Ну и можно маршировать, тоже сидя на мяче. Все это под музыку. Можно маршевую музыку. Если стоя на коленях, то дети обязательно на коврике. Вес мяча примерно 1 килограмм. Поэтому тоже это развитие силы. Ну, а килограмм могут выдержать. Тоже с наклонами. Представим, что это у нас Земля, наш шар земной. Его бережно надо держать, не уронить. Ну и также отличное средство к подготовке к баскетбольным упражнениям. Прокатывать можно. Следим за правильной осанкой. Вокруг себя покатали мяч, из руки в руку, при этом не теряем контакт с мячом. Баскетбольные упражнения можно одними пальчиками для развития мелкой моторики. Можно всей ладонью. Можно одной рукой, вторую можно спрятать за спину для того, чтобы не было соблазна вторую руку включать. Ну а теперь стоя упражнения. Тоже многообразие упражнений для развития детей. И вы видели в положении сидя, стоя на коленях, а еще и с ходьбой с приставным шагом. Тоже сложное координационное упражнение для детей. Так. Физиоролл. Такой как бы сдвоенный мяч. Тоже используем на занятиях для тех детей, которым трудно удержать равновесие на обычных мячах. Но помним, максимальная нагрузка всех мячей 300 килограммов, поэтому выдержит и взрослого, и ребенка. Когда ребенок с детским церебральным параличом сидит верхом на мяче, мы исключаем приведение коленей. А в соответствии у ребенка и расслабляются мышцы спины, и он сидит правильно, нет такой порочной позы. Можно прокатывать его, как показано на этой фотографии ребенка. Можно делать это и самостоятельно, но здесь на что надо обратить внимание? Когда мы говорим, начинаем прокатываться по мячу, дети обычно падают на него. И вот чтобы это исключить, мы делаем упражнение по разделениям. Сначала стоим на колени, потом ложимся на мяч, и потом уже перекатываемся по нему вперед и назад. А если детей с ДЦП прокатывать, ну то, что мы видели уже на сюжете, то тоже расслабляется и даем возможность им немножко отдохнуть. Можно развивать силу мышц рук, пресса, особенно вот если вы в этом положении, вот на правой фотографии, отжимания от пола, а ноги при этом на мяче. Так, идем дальше.
Работа с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития. С помощью всего того инвентаря, что мы видели и видели в сюжетах, можно использовать. Основные принципы – постепенность, от простого к сложному, никуда не торопимся, шаг за шагом развиваем детей. Используем индивидуально-групповой подход. Да, тренер может быть один, но если за каждым ребенком закреплен кто-то из сопровождающей группы, допустим, это может быть любой работник учреждения, то работа, особенно с вербовыми, будет успешной, и каждый ребенок сможет позаниматься. Но помним, что не больше 20-30 минут должно быть занятие. Для некоторых категорий детей, может, даже 15 минут этого будет достаточно. А мы с вами как раз и посмотрим еще один сюжет работы с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, у которых еще и ДЦП. Вы уже видели работу с этими детьми. Вот эти мячи овербольные легко бросать. Даже ребенок с ДЦП, вот сложный такой ребенок, удержит этот мяч. И тут надо понимать, если мы даже замедляем ухудшение развития, вот это состояние замедляем, это уже успех. А если мы еще увеличиваем развитие, то это уже наша творческая победа. Я рекомендую вам, снимайте свои занятия на видеокамеру. Так мы можем отследить достижения детей, потому что успехи идут очень медленно. Очень долгое время кажется, что нет успехов. А они есть. Сначала бросаем мячи руками тренера, ну, руками ребенка тренер бросает, а потом и сам ребенок может бросать. Чтобы не было вот этого профессионального выгорания, когда вы в начале года и в конце года увидите вот эту динамику, это позволит оставаться нам в профессии спокойными, веря в успех. Поэтому снимайте на видео. И давайте поговорим об играх с парашютом. Парашют. Игровой парашют сшит из настоящего парашютного шелка. Как заниматься с ним? Но основная цель, конечно, формирование развитие командного взаимодействия. У детей развивается внимание, потому что мы ставим задачу, формируем правильный хват, потому что надо держать парашют, 4 пальца сверху, большой снизу, потому что дети иногда держат таким образом, сверху большой палец. Нет, чтобы он не выпускался из рук, чтобы он никуда не вырвался, держим именно таким образом. Формируется правильное дыхание, развивается пространственная ориентировка. Обучаем детей выполнять упражнения, слушая тренера, значит, соблюдать инструкции. Ну и, конечно же, игры с парашютом улучшают эмоциональное состояние. Так. Какие игры есть? Разные. Волна, перебегание. Парашюты тоже есть 5-метровые, есть парашюты 10 метров, допустим, чтобы собрать детей, до 100 детей за одним парашютом. И один тренер может организовать работу большой группы от 5 человек до 50, до 100. Особенно это мы делаем на спортивно-массовых мероприятиях. Но есть рекомендации. Давать команды необходимо четко, простыми предложениями, делая паузы, разделяя команду предварительную с побудительной. Допустим, мы говорим, поднимаем руки вверх. И вот последнюю команду надо сказать четко. Руки вниз. И тогда дети сфокусируют внимание и выполнят. Используем тоже образы при выполнении заданий. Допустим, волны на реке поднялись, сильный ветер, и дети делают волну. Или большой палец спрятался под парашют, и тогда дети правильно все выполнят. Но есть и техника безопасности, потому что парашют сшит из настоящего парашютного шелка. Поэтому по нему ходить и бегать нельзя. Передвигаться можно только на четвереньках, чтобы не поскользнуться. Есть отверстие в парашюте. Мы следим за тем, чтобы дети не просовывали голову в это отверстие. Избегаем резкого опускания парашюта, когда дети меняются местами, пробегая под ним. Все это тоже очень важно. Ну, а вашему вниманию как раз сюжет игры с парашютом.
Учим детей выполнять команды. Одновременно руки вверх. Смотрим, какой купол у парашюта. Понимаем, что хочется им сделать волну. Но еще разочек делаем купол, потому что не все одновременно подняли руки вверх. 2 шага вперед. Купол надувается. 2 шага назад делаем. Командное взаимодействие идет. Дети слушают тренера. Выполняют одновременно. Наконец-то даем им выплеснуть свои эмоции. Делают волну. Волна успокаивается. И кто-то даже из детей помогает своим друзьям. А теперь карусель. Одной рукой держимся за парашют, другой отпустили, то есть правой рукой держимся, и карусель пошла. Но когда делаем карусель, мы не бегаем, чтобы дети не столкнулись. Кто-то бежит быстро, кто-то медленно, кто-то может упасть. Только шагом. Можно помахать рукой друг другу в одну сторону, не забываем пойти в другую. Ну, а потом игра и на перебегалки. Меняются дети местами. Но при этом, чтобы они не столкнулись, они должны пожать друг другу руки. Но это не все пожимают. И вот тут важно тоже следить, чтобы каждый ребенок поменялся. Никого нельзя забыть, иначе будут обижаться. Оверболь на мячи. Отличный для игры с парашютом. Делаем попкорн. Волну. А вот теперь гимнастический мяч. Командное взаимодействие. Нужно закатить его в центр парашюта. И дети сами уже регулируют. Кто-то поднимает руки, кто-то опускает. Достаточно сложно это сделать, но если получается, то радости нет предела. Ну и даем салют. На праздник очень хорошо тоже получается. Одновременно руки вверх и резко вниз. И овербол образует такой салют. Ну и, конечно, летящее облако. Одновременно нужно отпустить парашют, чтобы получилось летящее облако. Вот как на фотографии. Ну что ж, коллеги, у меня для вас есть еще один сюжет, как можно в преддверии Нового года сделать снеговика из того инвентаря, который у нас есть. Дарю вам подсказку. Может быть, вы уже и знаете это как. Для этого нам потребуется 3 мяча: баскетбольный, волейбольный и гимнастический поменьше, ну, либо эмоциональный. 6 колец. Можно размерчик иметь. Вначале мы покажем детям, как это сделать. Кладем 2 кольца, потому что одно кольцо нельзя положить, мяч не будет удерживаться. Кладем баскетбольное кольцо. 2 кольца. Кладем мяч волейбольный. 2 кольца, и вот снеговик получился. Можно сделать в виде соревнований, но мы предлагаем сделать просто детям самим собрать. Кто-то кольцо несет, кто-то мяч, кто-то другое кольцо. И вот так команды, они собирают снеговика, строят снеговика. Помните, они строили елку, а теперь снеговика. Это же бережное отношение друг к другу. Вот неудачно положено кольцо. Но что сделает другой ребенок? Он аккуратно поправит его. Не будет делать замечаний. И вот это и есть командная работа. Когда на наших глазах рождается снеговик, который можно поставить и под елку. А всего лишь нужен спортивный инвентарь. И здесь мы не помогаем детям, мы только им показали, они сами прекрасно справляются. А так как мяч эмоциональный, мы просили развернуть его на камеру, чтобы улыбнулся нам снеговичок. Вот такая большая радость у детей. Стоят. Поэтому с помощью инвентаря можно сделать очень много при работе с детьми. У меня для вас еще один есть сюжет, так как подходит к концу наша встреча. Да, идут ежедневные тренировки, дети тренируются, общаются, но им же хочется показать свои достижения. И это можно сделать в рамках спортивно-массового мероприятия. Мы проводим традиционные мероприятия, спортивный праздник, посвященный Дню Победы. Да, вот была пандемия, еще идет, пока не провели в этом году. Но давайте посмотрим, как же можно использовать инвентарь, сделать большой праздник и привлечь детей с самыми разными нозологиями. Запасаемся медалями, ищем спонсоров
Приглашаем ветеранов войны. Каждого представляем. Дети стоят перед ветеранами, благодарят их за то, что можно заниматься любимым делом, дарят им свои картины. Мы заранее просим, если есть какие-то поделки, там картины, цветы. А некоторые просить не надо, они сами приносят. То, что сделано руками детей. Вот эта связь поколений не должна прерываться. И к многочисленным их боевым наградам мы тоже подготовили свои памятные медали. А потом начинается, собственно, праздник. И ветераны здесь не просто как гости, они участники. Сначала они, конечно, послушают стихотворение, выступят тоже с речью, поздравить детей с праздником. Сергей Шилов, шестикратный паралимпийский чемпион, гость на наш праздник, тоже участник. И вы, когда проводите праздники, приглашайте своих известных спортсменов. Пусть они приходят к детям с инвалидностью, пусть они с ними тоже занимаются, участвуют в ваших спортивных мероприятиях. Для них это тоже будет такая хорошая эмоциональная разрядка. И вот праздник начался. Тут всего не покажешь весь инвентарь. Кирпичики пластиковые. Из них можно делать различные горки, различные башни. И соревнование началось. Здесь 150 детей на празднике. До 200 доходило у нас. 200 детей участвовали в празднике. Конечно, на улице проводим. Хорошая погода. Детей разделили на команды. И по этапам идет метод круговой тренировки. 10 минут на одном этапе меняются местами. И вот так по кругу. И за 40 минут, там 45 минут, дети принимают участие во многих этапах. Тут езда на самокатах и на тележках. Эстафета «Посади, собери урожай». С помощью мешочки кладем в кольца, а на обратном пути надо собрать и передать следующему участнику. Тут и дартс есть, и меткий стрелок, и шаффлборд, народная игра. Федерация шаффлборда Новуса нам помогает. Хоккей, пожалуйста, флорбол, клюшки пластиковые. Мяч пластиковый, дети не травмируются, потому что мяч очень легкий, безопасный. Вот футбольный мяч спененный. Футбольный конкурс. Отлично идет. Никто не травмируется. Аверболами можно играть и в пионербол, и в снежки через сетку. Ну, конечно, езда на тележках. И самое главное, все дети одновременно участвуют в празднике. Никто не сидит и не смотрит там, не ждет своей очереди. Малыши передвигаются на тележках и на плазмокарах. Дети постарше играют во флорбол и футбол. Благо, стадион позволяет. И потом, видите, идет смена этапов. И игры с парашютом тоже играем. И вы увидите, это один из этапов. Ну, а здесь футбольный мяч, но маленького размера, чтобы дети могли донести его или вести со скоком от пола. Если не получается, ничего страшного, ты несешь солнышко, и можно бежать с ним. Учитываем индивидуальные особенности каждого ребенка. Отлично. А теперь башни у нас все выше и выше. Кто же первый построит башню? Каждая команда строит только свой цвет. И мы видим, как дети эмоционально реагируют. Даже меряют, у кого выше башни, кто победит. Вот это все то, чему дети учились во время занятий. И сейчас они могут это показать своим родителям, своим близким, что они умеют и кататься на самокате, и играть с парашютом. Видите, один специалист организовал внимание, ну, здесь, наверное, человек 15 детей. А дальше, если вы видите на дальнем плане, там парашют уже большего размера, там больше детей. Там уже попкорн запускают. И здесь то же самое. Ну и, конечно, приглашаем представителей администрации города, чтобы тоже сказали приветственные слова. И ветераны вручают награды, медали детям. А мы успели за это время сделать фотографии наших дорогих ветеранов и подарить им на память. Распечатали просто на цветном принтере, пока шел праздник, и подарили. Было тоже очень трогательно. Ну и, конечно, потом, после награждения, общее фото на память.
И фотографии и ветеранам подарили, и, конечно, детям. Потому что социальная адаптация не только в тренировках, а надо вводить детей и в жизнь. Коллеги, я благодарю вас за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Сейчас я смотрю чат. Прошу прощения, если связь была в некоторых местах нарушена, но, надеюсь, мы быстро все это восстановили. Так, упражнение со скакалкой. Да, из нашего детства. Ирина, вы правы. Ссылки на производителей гладких и сенсорных колец. Да, сделаю. Я пришлю файл организаторам. Светлана Ильинична, надеюсь, вам перешлет. Но там будет целая табличка, где можно купить и скакалки, и мячи, оверболы, и как раз гладкие сенсорные кольца. Так, еще вопросы. Больше вопросов пока не вижу. Задавайте вопросы, готов ответить. У нас еще 7 минут, 6 минут осталось. Так, коллеги, меня слышно? Так, мои координаты я вот оставил в чате. Посмотрите, в чате есть и электронная почта, и мобильный телефон. Если чем-то могу помочь, с удовольствием пишите. Лариса, спасибо за отклик. Очень рад, если вам было интересно и чем-то я вам смог помочь. Коллеги. Ну и хочу напомнить, я пришлю организаторам тоже приглашение на наши вебинары, где мы рассказываем, как мы проводим занятия. И не только мы, а как проводить занятия. Делимся своим более чем 25-летним опытом работы с детьми, работы с детьми с различными нозологиями. И как работать с инвентарем, и игры на развитие внимания, и игры на развитие коммуникации, и как работать с детьми с синдромом Дауна, с расстройствами аутистического спектра, с детским церебральным параличом. Даже как работать с детьми в домашних условиях, без использования спортивного инвентаря, с использованием спортивного инвентаря. Ирина, очень рад, что вы уже используете все это деятельности. Дети к мероприятию готовились. А вот они у нас занимаются с сентября месяца, но мы их специально к мероприятию не готовим. Мы с ними разучим все игры, упражнения, мы их адаптируем к жизни, мы их развиваем физически. Но, конечно, езда на самокатах, плазмокарах, на роллерах была включена в занятия. Но специально мы не репетировали какие-то эстафеты. Но мы учили их из кирпичиков складывать башни, играть в футбол, в хоккей. А потом все это они реализовали на практике. Конечно, каждое занятие заканчивалось игрой с парашютом. Это детям очень нравилось. Поэтому дети занимались 2 раза в неделю в течение учебного года. И вот всегда в преддверии 9 мая мы проводили праздник. Надеюсь, и в следующем году тоже проведем. Если снимут ограничения, то проведем обязательно. Так, еще вопросы? Ну и 2 раза в неделю – это оптимальное число, потому что 1 раз в неделю, конечно, недостаточно для детей, забывается очень многое. Но тут важно учитывать еще и возможности родителей, возможности школьных учреждений, образовательных учреждений, социальных учреждений. Но 2 раза в неделю оптимально, там, составляя расписание. Если есть возможность, там, 3 раза в неделю, вообще великолепно. Так, если есть еще вопросы, задавайте. Я пока здесь с вами вместе. Осталось 3 минутки. Список инвентаря вам вышлю обязательно. Ну, вышли организаторам, они вам перешлют. Так, ну если вопросов нет, я посмотрю, если есть возможность показать еще один сюжет, который я не показывал.
Или я все, по-моему, все показал? Так, осталось 2 минутки. Давайте посмотрим еще один сюжет тогда, если нет вопросов. Флорбол. Пластиковые ключики. Вот как готовились к празднику? Как раз это ответ на ваш вопрос. Дети играли в флорбол, но сначала мы их учим ведению мяча. И здесь не важно, не надо делать быстро. Важно как можно больше коснуться мяча, чтобы закрепить вот этот навык ведения мяча. Правильно взять клюшку. Сделать как можно больше касаний. Научить детей передаче мяча. Точно на клюшку партнеру, чтобы удобно было принять. Потому что в игре без передач тоже никуда. Клюшки легкие, мячи очень пластиковые с отверстием, практически невесомые. Теперь важно научить их броскам в ворота. Ведем мяч, доходим до разметчика и выполняем бросок. Промахнулся, бежишь за мячом. Возвращаемся вдоль окна, либо вдоль стены, чтобы не мешать следующему участнику выполнять движение с мячом. Забыл мяч, рад точно броску. Напоминаем, захвати свой мяч. И вот смотрите, ведение, броски, передачи. Потом уже можно играть и во флорбол. Но тоже помним о правилах техники безопасности. Поэтому проводим инструктаж. Клюшки высоко не поднимаем. Выше пояса клюшки не поднимать. Игра идет до свистка. Все, 2-3 правила, не больше. И игра началась. Кто-то проявляет активность, кто-то просто стоит. Но есть первый гол. Но чтобы дать возможность отыграться, мы проводим послематчевые броски. И вот здесь каждый может забить свой гол, и даже тот, кто стоял в стороне, он внесет свой вклад в общий успех. Выполняем броски по очереди, но каждый должен выполнить свой бросок. Правильно ставим. Видим, что сейчас может промахнуться. Относительно мяча делаем правильную стойку. И вот оно, попадание. Коллеги. Ну что ж, если вопросов больше нет, я благодарю вас за ваше участие, за вашу активность. Было очень приятно эти 2 дня с вами. Практически не чувствовал экрана, рассказывая о работе. Я желаю вам творческих успехов, творческих побед, доброго здоровья вам, вашим воспитанникам, вашим детям. Ну и помним высказывание Райниса. Сначала мы учим детей, затем учимся у них. А кто этого делать не хочет, тот отстает от своего времени. И мы желаем вам идти в ногу со временем. Поэтому и у детей мы тоже можем чему-то научиться. Всего доброго вам. Всех благ. До свидания. И да, спасибо, Светлана. И вас всех с наступающим Новым годом. Здоровья и счастья. И побед Да, творческих. да, Илья Так, к нам Ефимович, подключается Светлана Ильинична. Спасибо. Мгм. Добрый вечер, уже можно так говорить, да, Илья Да, Ефимович, конечно. здравствуйте. Мы еще сегодня с вами не виделись, поэтому огромное вам спасибо. Я Спасибо, имела Татьяна Марковна. возможность вчера посмотреть вас, не полностью, конечно, вчера. Сегодня, к сожалению, у меня не было возможности, мы проводили другое мероприятие, вот, поэтому, да, поэтому я сейчас специально включилась, чтобы просто лично вам сказать, что, конечно, вчера мы были в восхищении от того, что вы показываете. Почему? По одной простой причине я вот писала, потому что чувствуется буквально вот профессионализм, не то что в каждом вашем слове, но в каждом вашем действии, в каждом комментарии и в каждом вообще, вы знаете, даже отношение к тому, что вы делаете, как вы это делаете. Это все очень здорово передается даже через экран. Мы вас не знаем, мы видим вас первый раз, да, но вот это вот все такое настоящее отношение к профессии, к своему делу, к детям, с которыми вы работаете, но это просто бесценно. Поэтому спасибо вам за это огромное. Вы такой очень хороший образец человека, который транслирует
то, чем он занимается. Поэтому, Илья Ефимович, я думаю, что вы не будете возражать, если мы еще как-то обратимся к вам Хорошо. с просьбой о сотрудничестве, да. И, конечно, мы желаем тоже вам всего самого хорошего, самого доброго от всей Республики Коми, и пусть у вас все ровно точно так же получается хорошо, как получалось раньше, потому что чувствуется, что вы это делаете с большой радостью, с большой любовью, наверное, таким отношением очень человеческим и добрым, которое вот должно быть применительно друг к другу. Поэтому спасибо вам, да, огромное. Заволновался. Здоровья вам, Спасибо вам за добрые слова. Спасибо. Действительно, да, дело здоровья. любимое. Больше 25 лет работаем. Ну, Спасибо. тем более, да. Тем более, и я думаю, что и все коллеги, наверное, которые сейчас нас смотрят, с которыми мы завершаем наш трехдневный курс обучения, я думаю, что они все ко мне присоединятся с самыми лучшими словами благодарности для вас, от нас. И вот кто-то даже уже пишет, что мы это уже применяем в Вот что действии, значит, самое кто-то главное. что-то, да, взял и уже это делает. Поэтому спасибо, Спасибо. правда, Илья Ефимович, да, за бесценный профессиональный опыт, за бесценное профессиональное общение. И до новых Да, встреч. спасибо, Татьяна Валерьевна. Да, я вышлю список компаний, где мы покупали инвентарь по просьбе слушателей. Вы им Да, отправите, хорошо. хорошо? Да, конечно, мы Спасибо. все сделаем. Спасибо вам огромное. Всего доброго. До Всего доброго. До свидания. свидания. Да, С Новым годом, с до свидания. наступающим. Всего Вас доброго. также, с И доброго хорошим здоровья. предновогодним Да, настроением. Да. спасибо. До свидания. Спасибо, Илья Ефимович. Спасибо. Да, Спасибо. до свидания. До До свидания. свидания. Спасибо. Мгм.